расскажу, почему именно я говорю о том, что это конец 19-го, начало 20 века. Потому что коллекция, каждая коллекция, она трансформируется. И со временем, то, что вначале Альфред говорил, вымываются более старые пласты. Каждый последующий владелец, он добавляет новую литературу, избавляясь от старой литературы. И в результате мы имеем дело с коллекциями, которые, собственно говоря, сформировались или в конце 19 века, или в 20 веке, или же, несмотря на то, что основу этих коллекций могли составлять другие коллекции, которые передавались по наследству там, с 17-18 веков. Таким образом, государственные коллекции показывают, что было характерно для местной научной и образовательной традиции в регионе. Это прежде всего грамматика арабского языка, мусульманское право, шафиитское в основном, потому что ханафитских крайне мало, и логика, теория диспута. В отношении логики и теории диспута здесь очень интересная картина, то есть вот этот опыт работы с рукописями позволяет, я обращал всегда внимание на палеографию, на характеристику бумаги, почерка, сопоставлял с колофонами, с датами. И потом, когда попадается уже рукопись недатированная, то есть опыт позволяет датировать эту рукопись плюс-минус 10-15 лет. Вот. И я обратил внимание, что сочинения по логике и теории диспута в Дагестане начали переписывать только во второй половине 17 века. То есть по фикху есть у нас и в 14 веке переписанные в Дагестане, по хадисам есть там и в 13 веке переписанные в Дагестане, по тафсирам есть, логику в Дагестане не переписаны. Все те сочинения, которые мы имеем в Дагестане по логике, самое старое сочинение по логике, которое у нас есть, это 13 век, если я не ошибаюсь, это Самарканд. Абу Лайс, по-моему, Самарканд. Рисада фил истиар. Абу Лайс. То есть в основном логику, я обращаю внимание, что все авторы, я выделил 64 произведения по логике, которые в Дагестане циркулировали. Среди них подавляющее большинство, это где-то 80%, они были созданы представителями тюркско-монгольского, то есть тюркско-персидской такой литературной традиции. То есть в основном Центральная Азия, Иран, Ширван. Вот, и вот примерно такая графика. Если мы посмотрим частные коллекции, то ситуация, картина не сильно меняется. Единственная разница – Кораны. Но, как я уже говорил, государственные коллекции Кораны неохотно приобретали востоковеды. А в мечетях все-таки очень много Коранов, потому что Кораны, прежде всего, это с чего начинают изучать арабский язык, во-первых. Во-вторых, имеет сакральное значение. Таравих, Рамадан месяц, при чтении Таравиха у нас читают Коран и так далее. А в целом, если исключить Кораны, получается примерно та же картина. На первом месте грамматика арабского языка, на втором мусульманское право, на третьем логика, теория диспута. Далее, если мы сравним государственные коллекции и частные коллекции. Конечно, я мог бы много рассказать про то, как формировались государственные коллекции, собственно говоря, разные подходы в коллекционировании, то есть в создании государственных фондов. Но, тем не менее, статистический анализ государственных коллекций и частных коллекций показывает примерно одинаковую картину распространения. То есть это то, что было характерно для местной образовательной традиции. Вместе с тем, если я вкратце расскажу о 3 коллекциях частных, каждая частная коллекция, она, конечно, индивидуальна. И гораздо больше перспектив, мне кажется, для науки это в изучении частных коллекций. Потому что, как уже здесь неоднократно говорилось, востоковеды прежде всего обращают внимание на текст. Им интересен текст. Что там написано с точки зрения истории и так далее, и так далее. Государство, то есть частные коллекции, они имеют совершенно иную концепцию, совершенно иную логику формирования. Есть коллекции у нас в Дагестане, которые передавались из поколения в поколение, 6, 8, 10, 12 поколений. И в то же время мы не можем сказать, как я уже говорил, что, допустим, основатель коллекции, ученый, который жил в середине 18 века, что эта коллекция принадлежала ему. Нет. После него каждый последующий владелец, он видоизменял состав коллекции. И вот этот наглядный пример – это Хусамуддин Юсуфов. Это мусульманский ученый дагестанец. Он умер в 2002 году.
Нет, в 2000 году, мы в 2002 году работали в его коллекции. Так вот, эта коллекция его, она передавалась, но мы знаем как минимум 3 поколения ученых. Его дед, который формировал эту коллекцию, ну, самое раннее упоминание о ней. Потом его отец, который в начале 20 века, он поехал в Стамбул. Он был в Стамбуле, он стал муридом шейха Ахмад Хамди Хусамуддин Рукали, был такой крупный нахшибандийский шейх второй половины 19 века в Стамбуле. И получил от него иджазу на распространение Нахшибандия, вернулся в Дагестан и передал там в Дагестане иджазу. И своего сына тоже назвал в честь своего шейха Хусамуддина. Вот. Так вот, мы исследовали эту коллекцию, и как бы наши коллеги, когда издавали каталог этой коллекции, ну, было первичное описание этой коллекции, вот мы несколько раз ездили, и уже некоторые из тех, кто с нами ездили, они издали каталог. Так вот, эту коллекцию приписывали отцу этого Хусамуддина, Зияуддин его звали. При этом мы учитывали то, что большое количество рукописей были приобретены непосредственно или же переписаны самим Хусамуддином. То есть мы не можем относить эту коллекцию к отцу, эта коллекция принадлежит сыну, потому что вот эти рукописи он приобретал в несколько этапов. Вот там даже датировка есть, когда и какие рукописи он приобретал. Там 74-й год, там 76-й, 83-й год и так далее. Что показывает эта коллекция? Эта коллекция показывает, какие жанры были интересны ему. То есть через выстраивание, как бы мой аргумент главный такой, что каждый ученый, который формирует свою собственную коллекцию, он тем самым формирует свою личность, свою персону. И не зная даже биографии этого ученого, через коллекцию можно восстановить, как бы можно репрезентовать его тип ученого, к какому типу он себя относил. Здесь мы видим, что в целом грамматика и мусульманское право примерно одинаковое, то есть если сравниваем с государственной коллекцией, то есть общим таким интеллектуальным ландшафтом в регионе. Но в то же время большое количество сочинений по суфизму и большое количество сочинений там по оккультным наукам. То есть вот эти две взаимосвязанные сферы. Это нам говорит о том, что и в то же время там, что там у него минимум логика, теория диспута у него существенно меньше, чем это было характерно для дагестанской традиции. То есть статистический анализ коллекции Хусамуддина показывает, что именно суфизму и оккультным наукам он придавал пристальное значение, это было близко ему, и одновременно с этим он репрезентует через свою коллекцию себя как ученый суфи, который занимался оккультными практиками. Интересно, что сын этого Хусамуддина, он написал книгу о своем отце, о своем деде. Сын его, он медик, врач, доктор медицинских наук, то есть как бы человек, который сформировался в советское время, получил советское образование, закончил там аспирантуру или медиков, там, я не знаю, как это называется. В общем, получил ученую степень, и он, когда пишет про своего отца Хусамуддина, он пишет, что да, он описывает, что он был суфием, что то есть отец его, там, он учил иджазу, у них есть эти, публикуют в своей книге некоторые эти документы, и в то же время в своей книге он не пишет, словом не упоминает о том, что Хусамуддин занимался оккультными практиками. То есть с точки зрения его психологии, как человека, советского человека, получившего советское образование, оккультная наука – это нечто такое, что вообще даже не наука, и стыдно упоминать об этом в серьезной книге, поэтому он умалчивает. В то же время имам мечети, когда я обратил внимание на такую статистику, имам мечети, который помогал этому Хусамуддину, был его учеником, он говорит, да, он писал эти, у нас хайкель называют, хайкал. Хайкель. Да. Амулеты писал, говорит, и люди приходили, там у кого-то скот заболел, да, и он писал, говорит, и как бы люди благодарили его за это. Ну, благодарность по-разному, и бесплатно он тоже делал, кто-то там деньги приносил, кто-то там шерсть приносил, кто-то яйца там и так далее. То есть таким образом коллекция, она гораздо более точно отражает персону человека, нежели то, что о нем пишут его там, нежели какие-то биографии, потому что биографии, когда пишут, они имеют все-таки какую-то тенденциозность, потому что автобиография в биографиях там,
редко встретить. Что? Есть некая такая подсознательная самоцензура, когда человек пишет автобиографию, он, естественно, не будет писать о тех плохих своих поступках, которые он совершал и так далее. Умалчивает. А тут коллекция, то есть когда Хусамуддин строил свою коллекцию, организовывал свою коллекцию, он не думал о том, что будут потом ученые изучать его и так далее. И он собирал эту коллекцию согласно своим интересам, и интересы его коллекция показывает, какие у него были интересы. Следующая коллекция – это Мухаммад Далгатов. Я о нем ничего не знаю, никакой биографии не сохранилось. Коллекция хранится у его сына. Да, у его сына. Сын не мусульманский ученый. Он полковник МВД в отставке. Но интересно, почему я отношу к Мухаммаду Далгатову, к отцу? Потому что отец его был последним, кто взаимодействовал с этим. То есть там есть выписки, там есть какие-то комментарии этого Мухаммада, в некоторых рукописях и так далее. Биография, интересна коллекция тем, что, то есть этот сюжет интересен тем, что у нас нет официальной биографии. Да, биография такая, он где-то там в колхозе работал, учился в ранний советский период у алимов местных и тайно преподавал. Тайно преподавал в селении. То есть, как Шабирак говорит, худжа своя была, где он преподавал. И все. Но вот эта коллекция показывает нам, что, видите, насколько сочинений по грамматике арабского языка у него больше, чем традиционно было характерно для интеллектуального ландшафта, насколько логики у него больше, и этика, и суфизм. Здесь интересен тот факт, что, во-первых, по грамматике и по логике у него много так называемых дуплетных вариантов, копий, то есть списков от них и тех же сочинений. И сопоставляя все это, я пришел к выводу, что Мухаммад Далгатов, репрезентуя себя, выстраивает свою персону, то есть персона означает, что он считал важным для себя, какой он жизненный ориентир для себя выбирал, это мударрис, преподаватель. Коранов у него во много раз больше, чем в фонде института. Казалось бы, зачем мусульманскому ученому несколько экземпляров Корана? Достаточно один, который он читает периодически. У него много списков Коранов, по-моему, занимает, это в процентах, по-моему, если я не ошибаюсь, да. От общего количества 6% занимает. То есть Коран, грамматика арабского языка, логика, риторика – это именно те предметы, которые входят в учебный план. То есть дети приходят к нему, он каждому раздает Коран и читает. Дети приходят, кому-то нужно, я не знаю, этого Миату Амеля Джурджани, он ему презентует, вот у меня тебе Джурджани, тебе и тебе Джурджани. Замахшари, например, он ему знаешь, вот у меня 5 списков Замахшари, пожалуйста, читайте. То есть для него важно было передать знания другим. То есть он руководствовался, скорее всего, тем, что характерно было для традиции, той традиции, о которой писал Аль-Газали, когда говорил о том, что знания обернутся бедой в судный день, если ты их не передашь другому, эти знания. И руководствуясь этим, он, конечно же, передавал эти знания. И интересен суфизм. Интересный вопрос с суфизмом. То есть Мухаммад Далгатов, он не был шейхом, а суфизм, как известно, по книгам не передается, это нужен непосредственный контакт со своим шейхом, который тебя обучает, он может дать тебе иджаз, может не дать, может и всю жизнь быть мюридом и не получить иджаз, а может это в течение, как показывает исторические факты, может в течение месяца стать шейхом и так далее. Для чего он хранил это? Но он был мюридом шейха, и он собирал сочинения по суфизму с целью для себя, для личного. То есть мы здесь, в этом срезе, мы видим две стороны его личности, две стороны его персоны. Одна персона, он презентует себя как мударрис, я имею, то есть я преподаватель, и я передаю знания основные знания, потому что все начинается с Коран, грамматика, логика. Потом уже у нас, в нашей традиции, потом уже переходят к другим наукам. И для своего внутреннего, для своего персонального, внутреннего, такого личного, эмоционального, это суфизм. И, наконец, третья коллекция. Эта персона очень интересная. Он обучался в разных типах медресе в Дагестане. Он не выезжал никуда за пределы Дагестана, имеется в виду за пределы изучать арабский язык. Он арабский язык изучал только в Дагестане, в арабских странах он не был.
Потом получил светское образование, потом получил, в общем, учился в аспирантуре, защитил диссертацию и, собственно говоря, с 41 по 85, вплоть до смерти, он работал в Институте истории. И ему принадлежит заслуга в том, что у нас в институте открыли, он назывался вначале сектор, потом отдел восточных рукописей. И он же организовал коллекцию, то есть создал коллекцию восточных рукописей у нас в институте. Это было, то есть периодически наши ученые в 20-е и 30-е годы выезжали в районы, привозили какие-то отдельные рукописи или документы, касающиеся, причем целенаправленно они или выкупали, или изымали исключительно те рукописи, которые имеют какую-то ценность с точки зрения истории или филологии. То есть не арабской филологии вообще, а какие-нибудь пословицы, поговорки. То есть был такой типичный советский исторический подход. То есть нам интересны документы, нам интересны рукописи, исторические рукописи. Все остальное это нам не интересно. И эти небольшие, небольшое количество рукописей и документов, они лежали не инвентаризированы. В 1953 году Саидов взялся за это дело, организовал ежегодные экспедиции, где приобретал целыми коллекциями, привозил в институт, и в том числе в эту же коллекцию включил те документы и рукописи, которые были собраны его предшественниками. Почему личность Саидова интересна? Потому что он не только создал государственную коллекцию рукописей, он также создал и свою собственную коллекцию. И мы видим, я анализировал его, но он собрал свою коллекцию незадолго до смерти, подарил, сделал завещание, причем интересное завещание он сделал в двух формах. Васия на арабском языке написал, и на ученом совете института сделал такое официальное завещание, что передает всю свою коллекцию в институт. В институте она зафиксировалась была принята отдельным фондом, который называется фонд Магомед Саида Саидова. И когда мы смотрим, то есть фактически человек создал свою собственную коллекцию и создал государственную коллекцию. И когда мы обращаем внимание на его подходы в формировании коллекции, мы видим совершенно разные подходы. Домашнюю коллекцию он формирует как мусульманский ученый. То есть домашние его коллекции, свои личные коллекции, у него нет разделения по языкам, у него нет разделения по физическому типу. А структурировал он библиотеку свою по тематике. То есть у него подряд вначале идет там, допустим, грамматика арабского языка и вперемешку и печатные, литографии, и рукописи. Дальше идет там право, и так далее. В институте он организовал коллекцию совершенно по иному принципу, то есть по тому же принципу, по которому были организованы все советские, и в Ленинграде, и в Москве, и в Казани, и я плохо знаю, точнее, я вообще не знаю, как организованы коллекции в Средней Азии, я там не был. И вот такой двойственный подход показывает Саидова, что он, амбивалентность такая Саидова, то есть, с одной стороны, мусульманский ученый в своей личной сфере, там он формирует все, он не разделяет рукописи по физическому типу, он не вынимает документы оттуда. Да, у него есть свой собственный архив, но этот архив представляет собой какие-то выписки его собственные, письма, воспоминания, автобиографии, в том числе какие-то документы, которые он нашел и которые привез в свой архив и работал над ними. И что интересно, некоторые коллекцию эту он организовал как вакуфная коллекция. Это мое убеждение, потому что некоторые рукописи, которые он привозил, с которыми работал, они стали потом ему неинтересны, он отдает это фонду. Некоторые документы с его личной печатью, что Мухаммад Саид, у него была на арабском языке печать Мухаммад Саид Аль-Авари, я встречаю в фонде института. То есть вот такой взаимный обмен рукописями и книгами между институтом и своей коллекцией было характерно не только для Саидова, для всего его окружения, потому что его окружение, с кем он ездил в экспедиции, все были выпускники медресе, джадидских этих медресе. Не было востоковеда. Востоковеды, классические советские востоковеды, они подключились к экспедициям только там в начале 60-х годов. И когда подключились к экспедиции, что интересно, Саидов и его окружение не допускали востоковедов к описанию рукописи, говоря о том, что вы не знаете эту традицию, вы не знаете рукописи.
Вы ездите, собирайте, привозите, а мы будем их описывать. Но поскольку были какие-то требования определенные, так, скажем так, то, что сейчас называют академические требования, им приходилось распределять это в разных, то есть согласовывать или организовывать государственные коллекции так, как это было принято, жалко, 10 минут осталось, как это было принято в этой традиции. То есть государственные коллекции отдельно сделали фонд рукописей, отдельно фонд печатных книг, отдельно фонд документов. Если мы посмотрим на его частную коллекцию, то показывает такая картина. То есть его не интересовали хадисы, не интересовала стилистика, там, мусульманское право, так, поскольку и так далее. Но больше всего у него поэзия. Он увлекался поэзией. Он читал ее, он сам писал. Арабский, исключительно арабский, потому что персидское он как бы... Арабский язык был международным языком. Да. И история и философия. История, понятно, он работал в институте истории, это было ему интересно. Поэзия, это было его личное, потому что все свои эмоции, все, что связано было с эмоциями, переживания, там, радость и так далее, он все воплощал в стихах. Ну и философия. Если мы сравним коллекцию государственную с саидовской, получается вот такая большая разница между ними. Далее, право его вообще не интересовало. То есть он как бы предложил свой альтернативный такой проект, что такое ислам. То есть в нашем представлении ислам это право, ислам это догматика, ислам это суфизм. А он показал в своей коллекции, что ислам это не только право, догматика, ислам это еще и поэзия, ислам это еще и философия и история. И он весьма прохладно относился к праву. То есть право в Дагестане это вообще считается как бы царица наук. Если ты не знаешь права, значит ты не алим. Он весьма прохладно относился, и вот даже в одной книге, которая ему досталась по наследству от своего отца, от своего деда, дед его был кадием, это по праву сочинения, он пишет о том, что это книга там, о моего дедушке, которую дед оставил наследство там, своим потомкам, кто будет извлекать пользу. Она досталась мне, но я никакую пользу из нее не извлекаю. В том плане, что он, право это не его, кадием не работал, не интересовался. Досталось, и он оставил ее как память о своем деде. Дядя 10. Да. И, конечно, вот так арабская поэзия, она представлена очень широко в его, там фактически все можно найти. И, что интересно, такой набор произведений, такой набор авторов поэтических произведений, как в коллекции Саидова, нет ни в одной из дагестанских частных коллекций. То есть, что говорит о том, что он целенаправленно собирал это и не делал разницы между рукописями и печатными книгами, потому что они были организованы рядом. Ну и, конечно, сравнивая репертуар этих трех коллекций, можно сказать, что они в целом, если каждую отдельно разбирать, это как бы каждая показывает совершенно разный репертуар, и через свои коллекции эти ученые частных коллекций, они репрезентуют свой тип ученого. Для кого-то это джадид, кто-то там поэт, кто-то мударис, кто-то суфий, кто-то кади и так далее. И таких как бы комбинаций большое количество. Вместе с тем, если же их как бы объединить, эти все коллекции, то получится примерно такая картина, что первое место это право, то есть грамматика, право, логика. Ну и, конечно, наконец, вот такой несколько такой критический как бы, подход к тому, что мы называем советское востоковедение или там европейское востоковедение. Вот разница между формированием коллекций в мусульманской традиции и востоковедной традиции. То есть в государственных коллекциях мы видим отдельные как бы, распределения по типу рукописи, старопечатные документы, и смешиваются, то есть коллекции поступают в библиотеку, в государственную, частные коллекции поступают в государственную коллекцию, и они не фиксируются там как отдельные коллекции. Коллекция там Али, коллекция Умара там, и так далее, и так далее. Они перемешиваются, и тем самым востоковеды со своим подходом, текстологическим подходом, им интересен текст, им не интересен контекст. Откуда это? И поэтому вот эти рукописи, они как бы... История рукописи и вот эта персона, индивидуальность, субъективность владельца, она разбивается. Тут у меня времени не осталось, я хотел вам историю рассказать одной еще коллекции, где мы видим, что коллекция, ну, она передавалась в течение там 4 поколений. Вот ученый, он умер в 1733 году.
Она передавалась из поколения в поколение, там целая история, связанная с этой коллекцией. И в 1956 году Саидов обнаружил эту коллекцию. Причем вот тут тоже вопрос, да, виновата ли советская власть в уничтожении коллекции? Репрессивные органы. Нет, не виновата, потому что он эту коллекцию найти и приобрести помог ему председатель там, местного райкома партии. Вот. В дальнейшем, что интересно, в 1956 году он составляет, на месте описывает эту коллекцию, составляет вихрист, привозит в институт. В институте она начала инвентаризироваться только через 9 лет. И она распылилась, там 200 с чем-то рукописей, они просто распылились среди там сотен других рукописей из других коллекций. И получается, что о личности Мухаммада Аль-Убри и его поколения, и его потомков, которые, ну понятно, они тоже изменяли состав рукописи, но тем не менее историю того, как видоизменялась интеллектуальная традиция с середины 17-го по середину, в течение 100 лет, мы не можем это проследить, потому что его коллекция, она распылилась по всему фонду, и мне удалось сделать такой анализ только благодаря тому, что у меня на руках был фихрист, составленный непосредственно в поле этой коллекции, и я ее просто сопоставил с описанием этих рукописей. Ну и вот примерно такой вот, я заканчиваю, такой примерно анализ получается этих коллекций разных. Как вы видите, такое очень широкое разнообразие, если рассматривать каждую коллекцию отдельно. Вот, в принципе, все.